Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Стоящие на российско-абхазской границе вагоны с топливом прибудут в республику. Об этом на заседании парламентской комиссии заявил министр энергетики и транспорта Джансух Нанба. Адвокаты завершили выступление в прениях сторон в рамках судебного заседания по делу о тройном убийстве на столичной набережной. Православные христиане Абхазии отметили Крещение Господне. С великим праздником поздравил верующих глава Абхазской православной церкви Иерей Виссарионовля. Православные христиане Абхазии отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Накануне в Сухумском кафедральном соборе состоялось вечернее богослужение, божественная литургия и чин великого освящения воды. В пятницу глава Абхазской православной церкви Иерей Виссарионовля поздравил православных верующих с Крещением Господним. Иордан от Захра, Нидигалой Хаквиту Христос, Иоанн, Анатвию, Ивжир, Готиришха, Сарасома, Вора, Анатара, Зызва, Воровоб, Зызуса, Ивжир, Готиришха. Ярабриам, Таза Христос, Хаквиту, Янико Хаб, Яхирбази Пах Сазаце, Танталозом Иордан, Ажи Нахомдаб Жигон. Абриоп Сараспа, Сылп Хазло Ириоп, Яраши Зизир. Абриадзира, Хасаз, Ипхарака, Адзира, Яша, Ихагу, Анакзара, Айхабе Избо, Айхабора Избора, Хабала, Гепсендуа Ханзагазазо, Христос Зиедес Боз, Адшаха, Ажларе, Ахизяхус, Ари, Потуамани Холодчайца. Что достоило? Айхабой, Избой, Шмизюй, Бахуам, Викуй, Бандую, Зустранали, Ария, Иордан, Адзапша, Аквар Пхара, Адзахра, Айти, Разаги, Яхаот, Фиайзад, Адшашина, что достоило? Продолжаем выпуск. Застрявшие на российско-абхазской границе вагоны с топливом смогут заехать в республику. Об этом накануне заявил министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба на заседании в парламенте. Нанба рассказал, что было сделано для решения этого вопроса. Решение данного вопроса, а именно для того, чтобы были ввезены вот эти вот 34 вагона, которые застряли у нас на границе, на КПП ПСУ, разработано Министерством экономического развития, разработан проект постановления о внесении изменений в решение правительства от 16 декабря. Проект постановления представлен в правительство. Вчера было проведено заключительное совещание внутри у них уже в правительстве, где данный проект был поддержан. Что дает нам основание говорить, что в ближайшее время вот это решение правительства, которое было принято 16 декабря, будет изменено, в результате чего вот эти зависшие вагоны смогут заехать в Абхазию. Видеоверсию заседания парламентского комитета по экономической политике, где обсудили проблемы ввоза топлива на территорию Абхазии, подготовленную пресс-службой парламента, смотрите после выпуска новостей. Днем 19 января сообщение о минировании школы номер 2 в Сухуме поступило в МЧС. Ученики и преподаватели были эвакуированы. На месте работали сотрудники ведомства и спецслужб, кинологи. Здание было оцеплено. На место прибыл глава МЧС Лев Квициния. Между тем, позднее в МЧС Абхазии поступило сообщение о минировании торгового центра «Вавилон» в Гудауте. На место выехал глава МЧС Лев Квициния и саперы. Подтверждения наличия в здании центра взрывных устройств получено не было.
МЧС Абхазии обратится в парламент с предложением об ужесточении наказания за телефонный звонок с сообщением о ложном минировании, сказал глава ведомства Лев Квицыня. Нам очень неприятно, что так часто получаем такие звонки, но мы будем отрабатывать. Специальные службы займутся тем, кто этим занимается. В России это приравнивается к теракту. Мы тоже будем выходить в парламент, требовать ужесточить наказание за такие деяния, сказал он. Квицыня сообщил, что спасатели спецслужбы завершили проверку зданий 2-й Сухумской школы. Накануне подразделения МЧС обеспечивали безопасность при проведении водосвятного молебна в праздник Богоявления в селе Каман Сухумского района. Спасатели развернули световые башни освещения, пункт обогрева. Желающие могли выпить горячий чай. Сотрудники медуправления МЧС Абхазии также несли дежурство у источника Святого Василиска. Новости здравоохранения. В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию министр здравоохранения Эдуард Будба встретился с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. Будба и Мурашко обсудили вопросы взаимодействия министерств в рамках подготовки к туристическому сезону 2024 года, профессиональной подготовки, переподготовку и повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников, лечения граждан Абхазии и России, постоянно проживающих в республике, в медучреждениях Российской Федерации. 7410 граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, получили помощь в медучреждениях Краснодарского края и соседних субъектов в 2023 году, рассказал на встрече с Эдуардом Будба председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации Илья Баланин. Это обошлось в 80 миллионов рублей, сказал Баланин. При этом, по его словам, специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь получили 104 человека. Медицинское образование в российских вузах получают 144 гражданина Абхазии на программах специалитета. 35 человек учатся в ординатуре. Об этом рассказала на встрече с Эдуардом Будба директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава Российской Федерации Людмила Летникова. Адвокаты завершили выступление в прениях сторон. Сергей Чекрянов, Тандилыч Каду и Марина Таня представили аргументы в пользу невиновности своих подзащитных. Таким образом, суд заслушал выступления всех 6 защитников в деле о тройном убийстве на набережной. Прения сторон сегодня продолжились в рамках судебного заседания по делу о тройном убийстве на столичной набережной в ноябре 2019 года. 23 января 5 подсудимых также выступят в рамках прений сторон. Печальная весть. На 102-м году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Синявская. Екатерина Васильевна с апреля 1942 по октябрь 1945 года проходила действительную военную службу в рядах Красной Армии. С первых и до последних дней служба была комсоргом. Сначала батареи, затем дивизиона и отдельного зенитно-пулеметного батальона. Служила в частях Закавказского фронта ПВО, а затем в отдельном зенитно-пулеметном батальоне, который в начале войны с Японией вошел в состав Первого Дальневосточного фронта. В нашем архиве сохранилось интервью Екатерины Синявской, которое записал наш коллега, ведущий канала «Варгонза» Семен Пегов. 10 октября 2023 года, в день 101 дня рождения, он преподнес ветерану Великой Отечественной войны букет из 101 розы, а Екатерина Васильевна поделилась своими воспоминаниями о войне. Всем привет, это проект Варгонза, я Семен Пегов. Наше специальное включение из Агудзеры абхазской. Вот видели на баннере прекрасную девушку, ее зовут Екатерина Васильевна Синявская. У нас с ней будет большое подробное интервью, эксклюзивное для ЧВК Пегов, естественно. Ну а сегодня ей исполняется 101 год. Только представьте, от проекта Варгонза, от всего Донбасса, от Смоленска, от АБЗ-ТВ, в том числе, видите, старый состав. Пойдем поздравим эту прекрасную даму с таким праздником. Реально, 101 год, 101 роза. Я, честно говоря, вот не был лично знаком, немного волнуюсь. Таких прекрасных женщин мне еще не доводилось с днем рождения поздравлять. Здравствуйте. Меня Семен зовут.
Я работаю военным корреспондентом на Донбассе. Мы пришли вас поздравить с днем рождения. Спасибо большое. Вот 101 роза. Ходят слухи, что вам 101 год. Не врут? Здравствуйте. Можно вашу руку поцеловать? Пожалуйста. Ой, даже так. Спасибо. Вот, это роза. Я боюсь, чуть-чуть подержите, чтобы почувствовать их вес. Но они не легкие. Где вы такие купили розы? А какая разница где? Главное, что они до вас добрались. Ладно. Так, передадим... Вы же племянник или внук? Екатерина Васильевна, мы вас от всей души поздравляем. Спасибо С большое. днем рождения. Низкий вам поклон. Спасибо вам огромное. За что? За то, что вы есть у нас. За победу. И за победу. За победу вам спасибо. За победу не только мне спасибо. Мы, конечно же, это прекрасно понимаем, но... Нас здесь было в объекте 16 ветеранов Великой Отечественной войны. 6 женщин из них. Никого не осталось, кроме меня одной. Меня, видимо, природа наградила тем, чтобы я долго жила. Дай Ну, Бог у вам вас здоровья. такая светлая душа, такие светлые глаза. Так Да что уж, было за Свет. что награждать. Наш батальон охранял железнодорожные мосты от налетов немецких самолетов. А потом нас направили на японский фронт. Ничего себе, я только что оттуда, я был на Северных Курилах, только прилетел. Покажу вам фотографии. Фотографировал немецкий самолет, ой, не немецкий, прошу прощения, японский. Я был на Шумши, Парамушир, вот эти острова. Вот мы были, знаете где? Тогда это был Волгоград. Недалеко от Волгограда Ворошилов. есть Ворошилов. Ворошилов. Ворошилов, да. А теперь стоит, там не знаю, сейчас стоит или нет, возвышенность, которая называлась Екатерина Пуп. А под ним находился штаб первой Дальневосточной армии на случай отступления. Но отступления не было, и наш батальон постоял на охране этого Екатериного Пупа. Вот так. Екатерина охраняла Екатеринин Пуп. Да. Мы там недолго были. Сегодня мы вас поздравляем с днем рождения. Так. Вам передает привет пламенный весь Донбасс. Я сам из Смоленска, моя прабабушка и бабушка пережили войну, пережили оккупацию 2 года, жили тоже в землянке. Я все эти рассказы хорошо помню. И ваш подвиг, подвиг вашего поколения, ну вот действительно до слез, что называется, сегодня нам становится понятным, когда мы находимся уже на новой войне. Зачастую рубежи одни и те же укрепления, окопы, которые были тогда почти 80 лет назад. С праздником вас, с днем рождения еще раз. Можно руку? Спасибо, ой, не надо. Давайте общую фотографию. Да, обязательно, обязательно. Спасибо, Екатерина Васильевна. Смотрите потом интервью с Екатериной Васильевной, потому что таких людей, к сожалению, не очень много осталось. И каждое их слово, каждый их рассказ – это огромная ценность для всех нас. Ну что, обязательно посмотрите интервью с Екатериной Васильевной уже на монтаже. Это абсолютно нечто невероятное. Еще раз с праздником таких людей. 101 год, только представьте. Ну а мы мчим к Авдеевке, там наши ребята тоже рвутся вперед. С вами был Семен Пегов, проект Варгонза, Гудиса Руха, Мизан Ломя, Валерия Кураскова. Как там?
Почетному профессору АГУ, заслуженному работнику Высшей школы республики Владимиру Микадзе исполнилось 92 года. Ректорат, профессорско-преподавательский состав, студенты и выпускники юридического факультета Абхазского государственного университета поздравляют Владимира Митрофановича с днем рождения. В поздравительном адресе, в частности, говорится: «Всю свою жизнь вы посвятили воспитанию и обучению национальных кадров. При вашем активном участии подготовлена целая плеяда юристов, которые сегодня успешно работают в органах государственной власти, в системе образования и других различных учреждениях. Ваша незаурядная личность, пройденный богатый жизненный путь являются достойным примером бескорыстного служения, преданности своей профессии, образованию, науке и своему народу». Вспомним и другие даты 19 января в истории Абхазии. 123 года назад родился один из самых талантливых абхазских писателей 20-го столетия – Михаил Александрович Лакербай. Новеллы Михаила Лакербая стали известны далеко за пределами республики и переведены на многие языки мира. Визитная карточка писателя Михаила Лакербая, или как принято называть его в абхазской литературе Михилакраба, абхазская новелла. В Абхазии трудно найти человека, который не знает рассказов «Тот, кто убил лань», «Гость Аламыс». Ушней уоуней, уус гурьягаз, уаҟәымҵын, уашьҭаз инагӡа, иуцәыхьанҭоу имчыла уаҵаз, узхьымӡо цас ҳәа уҽахьыгӡа. Уус хьанҭоуп, аха иус дууп, имаҷым иақәыӡхьоу жәлара. Уазнеи, уҽақәырӡ ипатууп уи еиԥш аус азын аԥсра. Узқәылаз амҩа хараӡазааит, уахьнеиша унеиуеит ихаҵа. Уус узҵалаз хьанҭаӡазааит, ичҳа, егьугым, инагӡа. Урҭ шәымшәаӡан иахьа иуиааиуа, ухы уамеигӡан, уҽҵакы, уаԥыла ахақәиҭра иааиуа, иарбоу бираҟ, иҳаракы. Уԥшишь, иубома, амра гылоит, уажәнатә ицәыҵыҷҷоит иара. Убас хәыҷы-хәыҷла иҿыхоит, ҳара ҳазҽеихар ҳаԥсынра. «19 декабря абхазской поэтессе Лейле Тванбе исполнилось бы 72 года. Поэзия Лейли Тванбе подчеркивает главную проблему абхазского народа – боль и переживания за современную Абхазию, а также надежду на ее возрождение и счастливое будущее. Иудыруан гәымсҭа ишзахымсуаз, идырны уаԥылон аԥсра. Аҟәа лашьцан уахь уанзхыҵуаз, уазцомызт ус баша сасра. Аҟәа, сыԥсаҭыҩра, Аҟәа, ирҭысуа сдақәа, уаҳа имгыларц умра, иукәшарц еиҵысхуеит снапқәа. Усгәыдкылан амҩа санызаап, уаидырам макьана исызԥшу. Уауда сыӡхыҵзаап, ииаҭымоуп уаныҟам сзеиԥшу. Снеиуеит мацәысҵас, иудыруаз, снеиуеит саанхаргьы саӡәны, иеизыргеит ашьарҩаш исцәыӡуаз, уахь снеиуеит исыцны рыԥсы. Уаоуп ишаҳаҭу, гәымсҭа, цҳаражәҳәаҩыс наҟ-ааҟ иҳабжьоуп. Аҩадаҩхаа, аԥсҭа, ирлылахьеит сышьҭа ихьанҭоуп. Аҟәа, сыԥсаҭыҩра, Аҟәа, ирҭысуа сдақәа, уаҳа имгыларц умра, иукәшарц еиҵысхуеит снапқәа. Ахымҩас еилысуеит акырцха еиԥш, ешыра блоит иҟәыҷҷо,
Аҟәа ухызгауеит сылаԥш, усԥылаӡом анкьеиԥш уччо. В нашем вечернем эфире смотрите передачу из архива База ТВ, посвященную памяти поэтессы Лейлы Тванба. 19 января 1926 года Дмитрий Гулиев встретился с Нестором Лакобо в тифлисском отеле «Ориент». Лакобо просил срочно выехать в Сухум. По возвращении Гулия назначается специальным переводчиком при абхазском правительстве. А в 1929 году он утвержден председателем Академии абхазского языка и литературы, основанной по инициативе академика Мара. 19 января 1996 года Совет глав государств СНГ принял решение о мерах по политическому урегулированию конфликта в Абхазии. Грузия поддержали решение Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан, Украина. Они взяли на себя обязательство не осуществлять торгово-экономические, финансовые, транспортные и иные операции с властями Абхазии, а также обязались не вступать в официальные контакты с представителями Абхазии, обратились к Совету Безопасности ООН с призывом поддержать принятые меры воздействия. Тогда решение не подписано Республикой Беларусь, Туркменистаном. Россия выходит из режима запрета торгово-экономических, транспортных и финансовых связей с Абхазией в марте 2008 года, за 5 месяцев до официального признания независимости республики. На База ТВ продолжается новый проект под названием «100 фильмов советской классики». Еженедельно по выходным дням на канале База ТВ из серии советской классики транслируются художественные фильмы. На этот раз в воскресенье, 21 января, будет показан мультфильм «Месть кинематографического оператора». Проект реализуется при поддержке фонда Международный институт развития коммуникаций «Мир. Мост. Абхазии». Элеонора Гилаян расскажет, почему мультипликацию, которой более 100 лет, стоит смотреть и сегодня. Мультфильм – это всегда волшебство, прикосновение к чуду. Но все-таки чаще всего над 10-минутным мультфильмом работает целая команда. «Месть кинематографического оператора» – это фильм одного человека. Владислав Старевич – первый кинорежиссер, который стал создавать сюжетные кукольные мультфильмы для взрослых. Родившийся в Российской империи, переживший крушение идеалов, эмиграцию, похороненный в чужой земле, Старевич, тем не менее, стал одним из основоположников, инноваторов отечественной и зарубежной анимации. Этот человек обогнал всех аниматоров мира на несколько десятилетий, говорил про него Уолт Дисней. И он был прав. Мультипликационный фильм «Месть кинематографического оператора» был выпущен в 1912 году торговым домом Ханжонкова, который на тот момент являлся ведущей киностудией страны. Жанр этого странного мультфильма, в котором главные роли были отведены куклам-насекомым, можно определить как салонную мелодраму. В несложном сюжете переплетаются пошлые страсти с настоящим страданием, искренние переживания с картинными эмоциями. И все это гиперболизировано, приправлено моралью и подано зрителю как глубокая и острая пародия на человеческие отношения. Обычная история, супружеская измена. Как себя повести, как разрешать сложные противоречия, долга и чувства, как оставаться в этом людьми. Все эти вопросы ставит перед зрителями режиссер, по большому счету не
ожидая никакого ответа. Но сам сюжет и то, как этот сюжет подан, звучит как призыв к порядочности и человечности. Мультфильм был сделан как немое кино, поэтому его демонстрация сопровождалась игрой топера, как было принято в то время. Между тем, отличительной чертой этой ленты, как и многих других пародийных лент Старевича, были сами куклы, снятые на пленке. Они были изготовлены из проволоки и гуттаперчи, с ботанической точностью срисованы с живой природы. Более того, для создания некоторых элементов режиссер использовал части настоящих насекомых, засушенных и подготовленных специальным образом. При создании кукол Владислав Старевич обращался к своим друзьям-этномологам, один из которых впоследствии вспоминал: «Я не знал, на что смотреть и чему удивляться. На огромном рабочем столе лежала распластанная стрекоза. Больше всего меня в ней поразило то, что рядом с ней лежал дубликат такой же стрекозы, сделанный в тех же размерах из различных материалов, главным образом из тонкой резины». Обращение к жизни живой природы и проецирование этой жизни на человеческие отношения не такая уже редкая вещь, многократно воплощенная в русской литературе. Но увлекательная манера излагать материал и поразительная живость сюжета делает мультфильм «Месть кинематографического оператора» самым настоящим шедевром. Элеонора Гилаян, Абаза ТВ. Еще один анонс. В это воскресенье, 21 января, в 21:55 телеканалы «Россия. Культура» и Абаза ТВ покажут программу «Праздничные фанфары». Концерт Хиблы Гирзмавы и лауреатов международного конкурса вокалистов и концертмейстеров. Он стал завершающим аккордом музыкального марафона «Хибла Гирзмава приглашает». В завершении выпуска прогноз погоды. В выходные дни 20 и 21 января в Абхазии ожидается облачная погода. Временами дождь разной интенсивности, гроза. Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Ветер умеренный и значительный. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем плюс 9,14. Температура морской воды 11 градусов. Волнение морской воды умеренное и значительное. Относительная влажность воздуха 70-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.